Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 28 марта 2020 года. Посмотрим, что ждет нас сегодня. Карта дня. Дополнительная карта для отношений, для работы и для финансов. Это карта удачи, это карта проблемы, решение проблемы. Давайте вот так подвинем. Решение проблемы и совет дня. Итак, 11-я карта «Плеть» говорит о том, что будет очень много событий, которые связаны с какими-то неожиданностями. Это может быть и неожиданная информация, это может быть неожиданный приезд каких-то людей, может быть, к вам в дом. Это может быть неожиданный звонок, неожиданное сообщение. В общем, все, что будет вас удивлять, это будет важно. Не зря эта карта у нас выпала как карта дня. Это значит, будет в какой-то мере определять день, его направление, его настроение и так далее. Вообще карта связана с какими-то отклонениями. Вот есть у вас, допустим, привычная суббота, как вы ее проводите. А этот день будет не похож на такие субботы, какие у вас были раньше. Да? Что-то будет идти по-другому, что-то будет не так. И, скорее всего, это будет зависеть не от вас даже, а от обстоятельств, которые будут в жизнь приходить. Кроме того, эта карта очень большой такой физической активности. Вот этот день лучше всего посвятить спорту, соревнованиям каким-то. Когда нужно выложиться по максимуму, в крайнем случае можно сделать какие-то походы, да, может быть, просто пешеходную какую-то прогулку очень длительную для того, чтобы потратить избыточную энергию, потому что здесь возникает опасность, если эта энергия сохранится и не будет потрачена, она может в отношениях вызвать ссоры, конфликты, в общем, как-то может разрушать отношения, но либо в сексе, да, эта энергия еще может потратиться. Также карта говорит о том, что может быть какая-то зависимость, либо от человека какого-то, либо от каких-то веществ наркотических, от пищи, алкоголя и так далее. То есть день такой, когда нужно не позволять себе впадать в эту зависимость, и лучше вообще вести сегодня здоровый образ жизни, чтобы не было потом проблем. И вообще эта карта говорит о том, что очень такое сильное влияние других людей, событий, и мы можем потерять этот внутренний стержень, который нам дает спокойствие, уверенность в себе, дает такую возможность как-то гармонично день прожить. В общем, нужно опираться на себя, нужно меньше слушать какой-то информации, которая вас заставляет бояться, в страх в какой-то вводит, да. То есть нужно лучше сосредоточиться на каких-то внутренних своих потребностях, может быть, развитием своим заняться, обучением, может быть, делать то, что вы больше всего хотели. В общем, карта такой акцент вносит, нужно иметь стержень. И когда у нас такого стержня нет, как раз какие-то ситуации извне, они нас выбивают из привычного русла, они заставляют нас беспокоиться, бояться и так далее. То есть, а причина не во внешних обстоятельствах, а в том, что у нас нет внутренней опоры. И ее нужно сегодня искать. Это замечательный день для этого. А для отношений выпадает дополнительная карта Лиса. То есть в отношениях нужно быть очень осторожными. Здесь эти карты согласны друг с другом. Карта также говорит о том, что, может быть, даже кто-то вас и захочет обмануть, либо как-то воспользоваться обстоятельствами, да, для того, чтобы, как-то, в общем, как-то вас использовать, грубо говоря, да, это если отрицательный такой момент.
Но в то же время карта может говорить и о том, что вы можете провести время вот вдвоем в паре, либо в творчестве, либо, может быть, займетесь как-то, в общем-то, чем-то связанным с искусством, да, то есть вот тогда эту энергию можно проявить очень даже хорошо. Кроме того, вот эта карта говорит о том, чтобы не поссориться, нужно быть постоянно занятым. Нужно, может быть, заняться там обучением, заняться, может быть, продумыванием каких-то дел, связанных с карьерой, с работой, с деньгами. Это также карта профессии, да, может быть, новые навыки получать в профессии. То есть вот нужно быть осторожным в общении сегодня. Во избежание ссор, скандалов, манипуляций лучше просто углубиться в профессиональную какую-то деятельность, либо в спорт. Это было бы лучше всего. Для работы выпадает карта крест. Ну и, конечно же, сегодня суббота. Карта может говорить о том просто, что сегодня не время работать. Мы можем просто заняться отдыхом, заняться собой и теми делами, которые мы любим. А если же говорить о тех, кто работает, то эта карта может говорить о том, что могут быть какие-то вот тревоги, заботы, очень много хлопот, когда будет хотеться вообще там как можно быстрее закончить дела, да, и уже заниматься собой, своими делами. В любом случае здесь вот карта говорит об отдыхе, о желаемом отдыхе и о нежелании работать. Ну, неделя закончилась, уже нужно возвращать себе силы, нужно накапливать энергию, отдыхать, поэтому здесь все правильно, разумно. Для звезд, для денег выпадает карта звезды. Карта говорит о том, что может быть какой-то новый поворот здесь в финансах у вас будет, либо вот это сфера жизни может быть как-то улучшена, да? У нас звезды вообще считаются картой исцеления, то есть исцеление сферы финансов. Либо будет идея какая-то хорошая для того, чтобы вот в финансах было улучшение, либо, может быть, вы поймете, как вам действовать в будущем, чтобы деньги приходили. Также вот эта карта связана с нашей хорошей репутацией и с добрым именем. То есть, если у вас есть репутация, если есть имя, у вас деньги обязательно будут приходить. Кроме того, вот эта карта вообще, знаете, таких вот подарков от судьбы, когда просто везет. Вот может повезти с деньгами, может даже доход быть сразу из нескольких источников. Или, может быть, сегодня будут только какие-то заявки на это, и в дальнейшем вы будете получать доход. Теперь карта удачи. Здесь у нас выпадает карта Луны, и удача будет именно в расслаблении, в том, чтобы заниматься семьей, детьми, чтобы заниматься обустройством жилья, может быть, приготовить там вкусный ужин, обед, да, что-то такое вот, что соберет всю семью вместе, что сможет вас сблизить, порадовать и так далее. То есть Луна здесь может еще говорить и о творчестве, да, то есть если мы выражаем свои какие-то таланты, способности, в этом тоже удача дня. Ну и вообще такое должно быть успокоение, гармония, время, проведенное дома, за размышлениями, или, может быть, решение каких-то сложных вопросов, нерешенных проблем, да, все это будет на удачу этого дня. Проблема этого дня в карта Медведь. Здесь, скорее всего, проблемы будут исходить от внешнего мира, от законов, от каких-то ограничений, вот связанных с законами. Также проблема может быть вот в излишнем потреблении продуктов питания или алкоголя, да, вот здесь вот может быть такое. И как решение проблемы у нас выпадают мыши. Карта говорит, что нужно как-то сложные времена пережить. Может быть, есть какие-то потери,
Но это не говорит о том, что мы должны расстраиваться или допускать какое-то разрушительное, такое отрицательное поведение в отношении своих близких, родственников, либо делать какие-то шаги необдуманные в плане финансов или работы. Да, вот здесь нужно просто как бы трезво пережить вот эти сложные времена и не отчаиваться ни в коем случае. Вот опять же, это карта труда, да, когда мы все проблемы легче переносим, когда у нас есть чем заняться. И тогда уходит растерянность, раздражение, какое-то отчаяние, да, то есть когда мы работаем, вот здесь вот именно про это говорится. Кроме того, карта мыши может говорить еще о коллективном труде каком-то, да, может быть, вы можете с семьей что-то делать, может быть, там домом заниматься или участком возле дома. Ну, в общем, это уже вы сами тут решаете, какие дела вам могут помочь. Для того, чтобы совет карты дня посмотреть, вот обратимся к карте всадник. Карта говорит о том, что нужно стараться все-таки надеяться на лучшее, настраиваться на будущее и на новые какие-то события, на новых людей, на какие-то новости скорые. Вот можно вполне здесь как бы коммуникации такие проводить, не останавливать общение. Для этого есть интернет, для этого есть различные виды связи, да. И вот карта говорит о том, что нужно все-таки вот этот день посвятить будущему, посвятить новым целям, новым планам, проанализировать, как вот вам, допустим, выбираться из сложностей, как решать вопросы с транспортом, как, может быть, решать вопросы с поездками, обучением, да, то есть вот об этом, обо всем подумать заранее, это вот очень будет плодотворно сказываться на всей жизни. Друзья, желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.